Об открытии ситуационного антиковидного центра объявил глава Башкортостана Ради Хабиров. По многоканальному номеру телефона 218 19 19 любой житель Башкортостана может получить квалифицированную помощь о системе здравоохранения. Политические партии поддерживают этот проект. Каким образом это делает партия КПРФ, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Юнир Кутлугушин, первый секретарь Башкирского рискома КПРФ. Юнир Галимьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, почему партия КПРФ тоже поддерживает открытие институционного антиковидного центра? На сегодняшний день, наверное, ни у кого нет мысли главнее о спасении здоровья наших людей. Поэтому все парламентские политические партии подключились к этому призыву. И мы, Республиканский комитет КПРФ, в свою очередь тоже провели определенную работу. Ответственным лицом от Рискома КПРФ является секретарь Рискома, депутат Галин Ильгам Илюсевич. И мы обратились в местные отделения, то есть в районные и городские комитеты. И наши товарищи по партии в городе Уфа и в других районах и городах подключились к этому призыву. И наши товарищи, добровольцы на добровольных началах, хотя нам не по душе слово «волонтер», но я буду называть добровольцами. Они дали согласие и централизованно будем активно принимать участие, чтобы нуждающиеся люди, пожилые, больные люди не рисковали своим здоровьем. Наши товарищи будут участвовать в распространении необходимых продуктов питания, лекарств по нашей республике. Ну, кроме того, там можно уточнить информацию по бесплатному получению лекарств, как записаться в поликлинику и так далее. Да. Вот ваши добровольцы от партии КПРФ, они готовы к этим? Да, готовы. Уже вот в каждом районе, городе, в большинстве, буду говорить, они готовы. И эту работу мы только начали активизировать, и я думаю, что поддержку мы получим. Юрий Галимьянович, видите ли вы разницу по тому, как протекал коронавирус весной 2020 года и осенью? Вот в чем заключалась задача КПРФ? Здесь как распределялись ресурсы, на что обращали больше всего внимания? Ну, действительно, эти, скажем, моменты весенние и осенние, они отличаются друг от друга. В первый раз, может быть, многие восприняли это как простое заболевание, а когда уже начался второй этап заболевания, и эта болезнь проявила свою коварность, и независимо от возраста начали заболевать, и здоровые, крепкие ребята за короткий промежуток времени, как говорится, ушли от нас. Это очень жаль. Поэтому это вопрос номер один, наверное. Действительно, вот нам выпала судьба такая, вот эту болезнь преодолеть. И поэтому здесь КПРФ, Единый Рост, ЛДПР или от другой партии, независимо, это общая наша забота, общая республиканская, общая российская. Поэтому мы делить твое, мое и нашей партии, другой партии не намерены. Поэтому все, что зависит от нас, мы будем делать. В весенний период мы, депутаты Госсобрания, оказывали помощь адресно. У нас такая была возможность. А на сегодняшний день действительно это общая наша беда. И поэтому вот по призыву председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константина Борисовича тоже мы создали возможность участвовать, и эту акцию мы назвали «Депутатская забота». Все депутаты, в том числе наши коммунисты и вообще наши сторонники, с кем я разговариваю, с кем беседую, они
разделяют наше большое горе, и по возможности мы будем оказывать помощь нуждающимся. Какие проекты появились вот сейчас во время коронавируса у КПРФ? По-моему, если я ошибаюсь, депутатская забота. Вот это как раз депутатская забота, она тоже общая. Это по призыву председателя Государственного собрания товарища Толкачева. Здесь тоже все парламентские партии, все депутаты принимают участие. Как вы оцениваете предпринимаемые меры для борьбы с коронавирусом сейчас? На сегодняшний день принимаемые меры главой Республики Башкортостан, правительством, они необходимые, и порой они жесткие, требовательные, но иначе, наверное, нельзя, потому что заболеваемость очень сильно подскочила, и сопутствующие болезни больше начали проявляться, и количество умерших, скажем, уже около 70 подходит. Это страшное дело. Мы еще находимся где-то в середняке в российском масштабе, но тем не менее надо быть ко всему готовыми. И еще вот в конце той недели еще объявили о том, что идет птичий грипп. Это тоже своего рода большой отпечаток оставить в нашей жизни, в нашей жизнедеятельности. Поэтому... Ну, надо отметить, что вот сегодня министр сельского хозяйства, вице-премьер Фазрахманов сказал, что в других регионах ситуация хуже, но в Башкортостане вот пока удается стабилизировать эту обстановку и пока все под контролем. Да, действительно, вот благодаря предпринимаемым мерам все подконтрольно, но успокаиваться рано. Поэтому и по гриппу, и по ковиду надо быть наготове и предпринимать каждому жителю нашей республики необходимые меры предосторожности и охраны своего здоровья и окружающих. Но вы имеете в виду масочный режим и социальную дистанцию? Конечно, масочный режим, ну и в качестве профилактики органов дыхания, пищеварения, особенно, как врачи рекомендуют, надо беречь слизистые, значит, органы, органов зрения, пищеварения и дыхания, и применять или употреблять такие продукты, как общеукрепляющие силу организма. То есть надо вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, отдыхать и принимать по возможности для профилактики необходимые лекарственные препараты. Юнир Гремьянович, какую обратную связь вы видите? Да, вот какова обстановка в Башкортостане, на что чаще всего жалуются жители во время приемов граждан, да, которые проводят КПРФ? Да, мы проводим прием граждан и по графику, и по телефону. Сейчас у нас приемы ведутся каждодневно, не только по установленным графикам, но и в выходные дни к нам обращаются. В первую очередь, наверное, я бы сходу выделил бы такие моменты, когда пенсионеры и в основном ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны обращаются по отмене льгот на ЕДК, единой денежной компенсации по жилищно-коммунальным вопросам. Мы этот вопрос вплотную изучаем, и послезавтра на заседание бюро Рискома к этому вопросу вернемся очень, скажем, и досконально будем рассматривать и будем принимать какое-то решение. Ну, сегодня я гарантировать не могу, будет так, потому что в составе бюро, кроме меня, еще там 9 человек, поэтому у каждого члена бюро будет свои мысли, предложения и решения. Но все-таки это и федеральное решение было. Да, это федеральное решение, поэтому
сегодня, наверное, обращением в органы государственной власти мы, наверное, этот вопрос не решим. Я вот на сегодняшний день могу сказать, что на уровне Федеральной Государственной Думы, Государственного собрания необходимо внести изменения и добавления в существующий закон. Потому что не все, скажем, получают пособие, пенсии, зарплату в начале месяца. Поэтому каким-то образом, учитывая вот эту эпидемию коронавируса, какую-то скидку дать надо. Юнир Галимьянович, начали ли готовиться к выборам 2021 года? Да, в уме мы все всегда готовы, как пионеры. Действительно, выборы 2021 года никто не отменит, но к этому готовиться надо. Но конкретных планов на сегодняшний день по квартальным, по месячным мы еще не составили. Но я уверенно могу сказать, в республике КПРФ будет принимать активное участие на выборах депутатов Государственной Думы и Совета городского округа город Уфа. Те, кто хочет пойти от КПРФ, что им для этого нужно сделать? Для этого мы на партийных собраниях, на встречах индивидуальных мы об этом говорим и настраиваем наших кандидатов, чтобы к объявлению, к моменту объявления о начале выборов, чтобы наши избиратели побольше узнавали наших будущих кандидатов не только по их лицам, но и по делам. Ну, поэтому будем следить, посмотрим, с кем пойдет КПРФ на выборы 2021 года. И по выборам еще вот хотелось бы добавить то, что в октябре у нас состоялся пленум Центрального комитета КПРФ, на котором мы приняли решение создать Народный патриотический фронт. То есть КПРФ готов сегодня взаимодействовать и участвовать со всеми левыми патриотическими движениями и другими общественными организациями, которые борются за справедливость, за народовластие, за интересы трудового народа нашей республики, студентов, многодетных семей и права женщин, матерей. То есть все эти вопросы, они близки к нашей программе, и поэтому мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами и движениями. Спасибо большое, Юнир Галимьянович. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики был первый секретарь Башкирского райкома КПРФ Юнир Кутлугужин. Мы говорили о том, как работает КПРФ сейчас и какие у нее планы на выборы 2021 года. Не переключайтесь, оставайтесь на АБСТ.